Доброе утро, Якутия! Начинаем новое утро. Вместе с вами Вероника Тамтосова, и мы тут плюшками балуемся. Ну, а если быть точными, кексы украшаем, потому что Новый год совсем скоро, надо практиковаться. Кто-то мастер-класс делает, о котором мы вам сегодня расскажем, кто-то поделки мастерит. Ну, а я вот решила попрактиковаться в украшении кексов. Не знаю, насколько хорошо получится, но стараюсь очень сильно. Мне кажется, такой завтрак придется по вкусу любому ребенку и напомнит про Новый год. Вот такие у нас тут яркие шарики. Получилось все довольно весело. Кстати, узнала, что есть вот такие вот съедобные блестки. Тоже какая красота! Все сыпется, все ярко, красиво. Ну, все, пойду угощать сейчас съемочную группу. Ну а пока расскажу, что же у нас сегодня интересного. У нас наши постоянные рубрики, расскажем, какие сегодня важные даты и события. Очень много замечательных гостей. В конце эфира особенно сказочный, поэтому дождитесь обязательно, чтобы узнать, кто это. Сегодня проведем розыгрыш. Да, сегодня среда, но розыгрыш именно сегодня. Все для вас, чтобы было предпраздничное, хорошее настроение. Подарим 2 билета в цирк. Оставайтесь вместе с нами на Якутия-24 и НВК Саха. Ну а прямо сейчас, как всегда, готовимся к новому дню. Прогноз погоды. В центральных районах сегодня температура минус 31, минус 41 градус, в заречной группе 44-50 ниже 0, в южных 26-29 градусов холода, в Вилюйской группе минус 31, минус 33, в Нижнеленских 35-36 ниже 0, в западных 26-34 градусов холода, в Колымо-Индигирской группе Руслов минус 29, минус 44, в Янских 21-32 ниже 0, на северо-западе минус 15, минус 26. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 42 градуса, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, местами ветер, туман, температура воздуха составит минус 36, минус 38 градусов. Вот такая сегодня у нас замечательная погода. Мороз немножко спали. Видимо, все готовятся к Новому году. Поэтому всем еще раз хорошего настроения. Ну а прямо сейчас последние новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Гранты на модернизацию уже готовых проектов и запуск новых в этом году направили 57 предпринимательским инициативам в сфере туризма республики. В этом году средства грантов по первому проекту вложили в благоустройство баз отдыха и глэмпингов, открытие круглогодичного проката туристического оборудования и инвентаря. Также финансирование направили на организацию мероприятий для отдыхающих, катание на квадроциклах и лодках, рыбалка и парение в таежной бане. Проекты получили финансирование в размере до 3 миллионов рублей на одного получателя. Сейчас в Якутии реализуют более 170 крупных турпродуктов, услуги местному населению и гостям республики оказывают 27 туроператоров. Благодаря господдержке турпоток в Якутии удалось вернуть к допандемийному уровню. В Ленске состоялась торжественная церемония официального вступления в должность избранного главы района Александра Черепанова. Напомним, Александр Черепанов был избран главой 10 декабря. Его кандидатуру поддержали большинство жителей Ленского района. Во время инаугурации Черепанов принял присягу, после поблагодарил избирателей, которые поддержали его на выборах, и пообещал работать в полную силу сообща с главами поселений во благо Ленского района и его жителей. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы района, соблюдать устав района, защищать интересы населения района, уважать права человека и гражданина. Пожелаю на этом нелегком, но очень ответственном посту ничего не бояться, в первую очередь слышать своих людей, слышать своих избирателей. Они будут за вами горой, и тогда любые цели будут достигнуты. Поэтому удачи на этом непростом пути. Эпидобстановка на территории Нерюнгринского района остается напряженной. Продолжает действовать обязательный масочный режим, использование бактерицидных облучателей, обязательная дезинфекция при проведении массовых мероприятий и утренние фильтры в трудовых коллективах. В то же время меры по сдерживанию распространения респираторных заболеваний, а именно перевод школьников с 1 по 8 классы на дистанционное обучение, принесло результаты, и с 18 декабря ученики вернулись за парты. Также снят ряд ограничений на деятельность организации дополнительного образования и проведения массовых мероприятий с участием детей.
предполагается, что будет запрет на привлечение аниматоров, анимационных групп при проведении мероприятий, разобщение групп. То есть группы будут проводить мероприятия, утренники раздельно. И если и будут допускаться родители, то только при строгом соблюдении противопит мероприятий и не более одного представителя от ребенка. То есть максимально разобщить, максимально предотвратить распространение инфекции среди организованных коллективов. В Якутске планируют построить 2 новых автовокзала и закрыть старый по улице Октябрьской. Новые автовокзалы намереваются открыть в районах аэропорта и Национального медцентра. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Ранее городские власти сообщали, что вместо автовокзала по улице Октябрьской планируют создать школу либо объект дополнительного образования. Ростелеком построит и запустит базовые станции и мобильные сети в 14 населенных пунктах республики в следующем году. Проект реализует по федеральному проекту устранения цифрового неравенства 2.0, призванному обеспечить доступность госуслуг, онлайн-образования, телемедицины и других жизненно важных сервисов для малонаселенных пунктов. Учебно-методические сборы Главного управления МЧС России по Якутии прошли в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Сулус». По легенде, произошло возгорание ледозаливочной машины. Были задействованы городские подразделения пожарного гарнизона, пожарно-спасательные части номер 1, номер 3 и номер 6, специализированная пожарная часть, а также полиция и скорая помощь. В ходе учений было отработано взаимодействие всех экстренных служб. Руководством была дана положительная оценка. Данный объект находится в нашем районе выезда. У нас сегодня проводились учения для отработки, так сказать, практических навыков, теоретических знаний. В общем, результат учений обсуждает вот сзади меня, как бы вышестоящее руководство, после чего будет вынесена оценка данному мероприятию. Вот такие у нас самые интересные новости на данный момент. Ну, а у нас сейчас гости. Вообще в конце года хочется чего-то такого уютного, хорошего. И, как правило, это бывает смена жилья. И так важно знать, какой сейчас спрос на данный момент на рынке жилья, где у нас самые лучшие комплексы. И об этом мы сегодня поговорим с специалистом отдела продаж Лолитой Охлопковой. Лолита, доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня разговариваем о центре, жилом комплексе «Атмосфера». Расскажите, пожалуйста, что это за жилой комплекс, где он находится, что в нем такого особенного и интересного, потому что название просто шикарное. Жилой комплекс «Атмосфера», он находится в экологически чистом районе города Якутска в 112-м квартале на Вилюйском тракте 5-го километра. И он у нас состоит из 3 16-этажных зданий, 2 из которых комфорт-класса и 3-й дом бизнес-класса. Ну вот расскажите, пожалуйста, разницу. Просто сразу комфорт, это уже вроде бизнес, а тут еще бизнес есть. Чем они отличаются? Ну, во-первых, они отличаются тем, что 3-й дом у нас, вот бизнес-класса, имеет огражденную территорию, и он просто как свечка, то есть секционного типа, меньше квартир, 105 квартир. И также дизайнерская отделка снаружи, внутри, квартиры больших квадратур. Вот. То есть, получается, уже своя планировка, а вот как-то повлиять на планировку вот именно в этом доме возможно? После ввода дома вообще дольщики, они могут сделать перепланировку любой квартиры как им угодно, как нравится. Скажите, пожалуйста, вот сейчас потребность, вот вы по этому комплексу заметили, больше в малогабаритных квартирах или все-таки большие квартиры тоже пользуются спросом? На данный момент пользуется спросом больше малая квадратура, так как ДВИ, молодая семья, все это сейчас вообще очень развито, поэтому берут по данной программе ипотеки. То есть вы ипотека, вас можно также по системе дальневосточной ипотеки все оформить, да, обратиться к вам? Да, можете прямо обратиться к нам в отдел продаж, то есть мы ведем клиента от самого начала, от момента подачи заявки в ипотеку до самого конца, то есть до вручения ключей. К вам это куда? К нам это в наш офис, да, на Юнского 16 мы находимся, отдел продаж, застройщика. И там же можно посмотреть, какие варианты существуют. Да, все верно. Можно посмотреть, какие варианты есть. У нас продаются однокомнатные квартиры европланировки, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Вот сразу мы европланировка. Это что? Европланировка — это значит кухня, гостиная совмещенные плюс отдельная спальня. То есть ее можно переоборудовать как даже двухкомнатная квартира.
то есть, получается, мы получаем какое-то большое открытое пространство, как вот в кинофильмах, где можно организовать там зону отдыха, зону кухни, да, и все это вот все близко, все так хорошо. То есть, Да. такая столовая некая. Да, Очень такая интересно. большая, да, уютная столовая. Вообще у нас пространство каждой квартиры запроектировано таким образом, что каждый житель найдет свое уютное место. То есть у нас предусмотрены даже в больших спальнях гардеробные зоны отдельно. То есть и даже можно в лоджиях, например, оформить рабочую зону, либо сад свой. Ой, как интересно. Скажите, пожалуйста, а это все было уже в связи с современными тенденциями, да, то есть потребность, что изменилась потребность, вот как-то раньше КПД, да, были, потом мы пришли к 112, где небольшие кухни, да, и сейчас мы уже видим, что потребность изменилась, и люди хотят такие открытые пространства. Вот как-то вы замечали, какую-то аналитику проводили по запросам? По запросам, ну, можно сказать то, что мы вообще ориентируемся на современную Москву, да, и весь дизайн жилого комплекса, также архитектура, это все у нас вдохновлено Москвой современной. Ну и сейчас, да, современные тенденции, они, вот, можно сказать, то, что разные планировки требуют. Ну, то есть индивидуального подхода к Да, каждому клиенту. да. Мгм. Скажите, пожалуйста, а что есть еще в комплексе? То есть прозвучало, что это комплекс, значит, там, наверное, не только жилые площади. Да, все верно. Жилой комплекс вообще включает в себя воркаут-зону на улице. Да? У нас есть теплые гаражные, автостоянка на 48 мест, огромная парковочная зона по всему периметру жилого комплекса. Также у нас самая большая территория благоустройства. То есть это детские площадки, зоны отдыха для взрослых. Мы именно акцентируем внимание на это, так как жилой комплекс «Атмосфера» является самым большим на Дальневосточном федеральном округе и в городе Якутске. Правильно понимаем, что же у нас эти площадки, вот, которые для детей предназначены, и прогулочная зона, зона отдыха, они за огражденной территорией уже, да, находятся? То есть Они находятся внутри самого жилого комплекса, но не ограждены. То есть они будут находиться между первым и вторым корпусом, расстояние которых между этими корпусами 80 метров. И вот посерединке будет огромная зона, площадка. Но все равно это уже позволяет обеспечить безопасность детей, Да. которые будут там находиться. Да, смотрите, там, получается, будет оборудовано по возрастам также. Для детей младшего возраста отдельная игровая площадка, для детей среднего возраста тоже отдельная площадка, и для взрослых. Ну, прям То есть захотелось все так, это по увидеть своими зонам. глазами, все очень Да. интересно. Ну, а в преддверии Нового года есть ли какие-то акции? Может быть, кто-то поспешит приобрести? Да, сейчас вот у нас как раз такие акции есть. Можно купить квартиру со скидкой за квадратный метр. Вот. Ну, подробнее, наверное, можно узнать у вас на сайте, да, или в отделе продаж. Можно узнать, да, в отделе продаж, либо на нашем Инстаграм. Спасибо большое, очень было интересно. Ну и несколько пожеланий нашим телезрителям. Хочу пожелать вот в преддверии Нового года, чтобы каждый нашел свою квартиру, свое уютное гнездышко, да, и всем счастья. Счастье — это самое главное. Спасибо большое, с наступающим. Вас тоже с наступающим. Дорогие друзья, мы узнали много о жилье, какой замечательный у нас комплекс есть. Так что, если вдруг вы как раз находитесь в поисках, берите на вооружение. Ну, а мы продолжаем и узнаем сегодня, какие знаменательные даты и события. Так, в 1938 году вышло постановление Совнаркома о введении трудовых книжек, согласно которому с 15 января 1939 года в СССР вновь вводилась трудовая книжка единого образца. Вот такое знаменательное событие. Остальные узнаем прямо сейчас. На календаре 20 декабря. Сегодня отмечают День работников органов безопасности, Международный день солидарности людей. По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого Амвросия, епископа Медиаланского. С этого дня прекращались развлечения и начиналась подготовка к Новому году и Рождеству. Хозяйки занимались уборкой дома, а мужчины резали свиней и домашнюю птицу, готовили соленья и копчености из мяса и рыбы. Молодые девушки садились за рукоделие. Они готовили праздничные наряды, которые помогли бы им привлечь внимание женихов. Мокрый снег в этот день сулит влажное и дождливое лето. События в этот день. Хан Едыгей отступил от стен Москвы. Окончание последнего крупного набега на Русь.
был подписан указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с сентября на 1 января. В США состоялась презентация работы «Лампы накаливания». Инженеры Александр Браун и Джордж Стилман из американского городка в штате Нью-Йорка получили первый патент на пневматические автомобильные шины. Была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В СССР введены трудовые книжки. В 2008 году в Санкт-Петербурге открылась первая станция Фрунзенского радиуса метрополитена – Волковская. В этот день родились Николай Богданов-Бельский, русский художник-передвижник, академик живописи. Мария Скопцова, русская поэтесса, монахиня, святая. Алексей Баландин, советский химик, основатель Отечественной научной школы в области катализа. Дэвид Джозеф Бом, американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию. Ури Геллер, израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор. Ким Ки-дук, южнокорейский кинорежиссер. Именины сегодня отмечают Ян, Сергей, Петр, Павел, Нил, Михаил, Лев, Игнат, Иван, Дементий, Григорий, Василий, Антон. Такие у нас сегодня знаменательные даты событий. Всем еще раз доброго утра. Мы продолжаем. И сейчас долгожданный момент. Мы разыгрываем билет в цирк. Вот такой замечательный билет. Сегодня не четверг, не беспокойтесь, сегодня у нас среда, но тем не менее мы решили, что вам обязательно будет приятно получить вот такой подарок на представление «Солнце тундры». Предновогоднее представление по мотивам сказок коренных малочисленных народов Севера. От вас требуется лишь быть внимательными и правильно ответить на наш вопрос. Ответы присылаем в телеграм-канал, увидите QR-код, наведите, пожалуйста, на него, если вы еще не подписаны, и переходите по ссылке в телеграм-канал, подписывайтесь, это обязательное условие, и давайте правильный ответ на следующий вопрос. Он звучит таким образом. Обрядовый праздник Хейра на языке этого народа означает «восходящее солнце», предшествующее скорому наступлению весны и тепла. Праздником какого коренного малочисленного народа Якутии он является? Правильные ответы ждем в телеграм-канал. Сейчас у нас много всего интересного, много предновогодних новостей, ну а пока вы правильно отвечаете на вопрос, мы идем дальше. Новое исследование, проведенное в Риме, выявило влияние загрязнения воздуха на психологическое здоровье человека. Доктор Федерико Нобели из отдела эпидемиологии региональной службы здравоохранения Лацио объяснила, что привело к исследованию. Так, команда Нобели изучила данные около 2 миллионов жителей Рима с их записями медицинского страхования и государственного медицинского страхования, где было обнаружено, что люди, живущие в районах с более высоким уровнем загрязнения воздуха, больше лечились от депрессии и жаловались на тревогу. Также среди них были те, у кого выявили шизофрению. Это подтверждается анализом рецептов на лекарства, где у людей в возрасте от 30 до 64 лет были наиболее четкие болезни, связанные с загрязнением воздуха, что ранее не было характерно для этой страны. Профессор Франческо Фронсьери из Национального исследовательского совета Италии и Имперского колледжа Лондона сказал: «Наше открытие подчеркивает решающую важность принятия строгих мер по снижению воздействия на человека загрязнений воздуха. Они имеют решающее значение не только для защиты от физических недугов, но и для сохранения психического благополучия». Вот так вот, так серьезно нужно подходить к экологии. Нам очень повезло, что мы живем в таком чудесном экологическом районе, у нас прекрасный воздух. Счастливые мы люди. Ну, а треть россиян подозревают своих коллег в симулировании болезней. Вот так вот. Каждый третий россиянин считает, что его коллеги симулируют симптомы, чтобы получить отгул или снисходительное отношение к результатам своей работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками исследовательского центра зарплата.ру и онлайн-сервиса по управлению здоровьем БАДа. Отмечается, что наибольшим градусом недоверия к чужому самочувствию испытывают сотрудники сферы продаж, IT-специалисты и бухгалтерии. Как правило, обман не проходит бесследно, и такие действия порождают негативное восприятие отгулов по болезни, а на тех, кто их берет, смотрят как на лентяев, обманщиков и ипохондриков. При этом больше половины россиян, это 59%, хотели бы поступить точно так же, чтобы отдохнуть, а каждый шестой признался, что уже был вынужден обманывать работодателя и отпрашиваться.
Но я не думаю, что это было так серьезно. Скорее всего, люди просто, правда, очень утомлены ритмом жизни, поэтому будьте снисходительны к своим коллегам, особенно в преддверии Нового года. Ну, прикинулся больным, ничего страшного. Главное, чтобы все итоги года подвел и вас в том числе не подвел по отчетам. Это касается особенно бухгалтерии. Так, ну, вообще, год заканчивается, и, конечно, хочется, чтобы в этом году мы приобрели только хорошие привычки, чтобы итоги года были у всех абсолютно успешные, никто ни в коем случае не болел, но это и отличный повод, то есть конец года, чтобы избавиться от негативных привычек. Вот в нашей постоянной рубрике поговорим о том, как же бросить курить. Доброе утро! Надо понимать, что курение – это вредная привычка, от которой только вред. И самое главное – это желание бросить эту вредную привычку и стать здоровым. Для этого нужны, как в любом важном деле, сила, воли плюс характер. Но если самому сложно отказаться от курения, то надо обратиться к специалистам. Лечение табакокурения ведется врачами-наркологами, клиническими психологами. В Якутии у нас есть возможность провести лечение в наркодиспансере. Данные специалисты принимают каждого желающего бросить курить. Расскажу, как проходит лечение. В первую очередь проводится тестирование на степень зависимости от никотина и степень мотивации бросить курить. Далее, в зависимости от результатов тестирования, назначается лечение. При легкой степени зависимости назначается только прием психолога. При средней и высокой степени зависимости назначаются препараты для смягчения синдрома отмены и витаминотерапия. С этого года на регулярной основе раз в 2 месяца проводится онлайн-марафон избавления от табакокурения «Бросай вместе». В специально созданной WhatsApp-группе участники выполняют задания, участвуют в прямых эфирах специалистов диспансера. Как найти мотивацию бросить курить, как преодолеть синдром отмены, слушают аудиолекции врачей и психологов. Стоит отметить, что данная программа показала свою эффективность. Поначалу ее проводили только в реабилитационном центре наркодиспансера, но затем перевели в онлайн-формат для большего охвата населения. Результаты поражают. Были случаи, когда бросили курить даже люди с 40-летним стажем. Кстати, участники, которые не бросили курить, как правило, не выходят из группы и ждут следующего марафона. На сегодня январский и мартовский марафон 2024 года в резервной группе ждут около 100 человек. Марафон очень востребован населением. Помимо этого работают волонтеры антиникотинового движения Якутского республиканского наркодиспансера. Если вы хотите бросить курить и не можете это сделать самостоятельно, обратитесь в Якутский республиканский наркодиспансер. Там вам обязательно помогут. Будьте здоровы! Еще одна важная новость касаемо здоровья. Для жителей арктических районов с 18 по 22 декабря в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Якутске будет проходить специализированный медицинский осмотр. Это уникальная возможность получить консультацию у терапевта, невролога, окулиста, кардиолога, эндокринолога и других специалистов. Участники акции смогут сдать общеклинические анализы, включая проверку гормонов щитовидной железы, онкомаркеры и онкоцитологию для женщин, а также пройти УЗИ и ЭКГ. Акция проводится для жителей Якутии, у которых есть прописка в арктическом районе республики. Не забудьте присоединиться к госпаблику станции переливания крови ВКонтакте. Вы его увидите прямо сейчас на экране, где вы будете получать свежие новости о здравоохранении, вакцинации и профилактике заболеваний. Департамент Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия совместно с Якутским республиканским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 22 декабря 2023 года планирует торжественное представление книги-каталога «Памятники истории и культуры Республики Саха-Якутия». И в преддверии этого знаменательного события у нас в гостях Александр Дьяконов, ответственный секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, что же это за книга такая интересная?
Ну, книга — это справочник-каталог. Он состоит из более 600 страниц. Нужно напомнить нашим зрителям, что в нашей республике находится более 5000 объектов культурного наследия. Это не только в представлении, да, наших зрителей, обыкновенных горожан, жителей республики. Это не только памятники скульптурные, но это и дома, это и архитектурные объекты, это и археологические объекты, то есть это археология, которая находится в земле, это тоже является объектами культурного наследия. Ну, сейчас на Также, экране как раз видим, да? Вот это сам каталог, как он выглядит. То есть, в принципе, работа была достаточно сложная, потому что подобное издание выходило более 40 лет назад. Это была маленькая брошюра. Но на тот момент, конечно, типографские, да, возможности были крайне скудны. И она была как вот в виде брошюры, очень была маленькая, узкая. То есть иллюстраций было очень крайне мало. Уже на этот каталог мы уже потратили, конечно, абсолютно новые сведения, новые данные. Это в первую очередь были использованы официальные паспорта, то есть у каждого объекта культурного наследия есть официальный паспорт, где прописаны полностью его размеры, его технические характеристики, его архитектурные особенности, если это здание. То в этой книге, конечно, мы попытались показать абсолютно все то, что у нас есть в республике, но в этот каталог у нас не попали именно объекты археологии, потому что для объектов археологии, когда мы посчитали вот, с нашим коллективом, с руководством департамента, мы решили, что для археологии нужно делать отдельный выпуск, то есть отдельный том. Ну, мы видим такое достойное издание в твердом переплете с прекрасной типографической работой, да? Скажите, пожалуйста, сколько времени ушло, чтобы его составить? Получилось, если мы начали официально после заключения всех договоров, имеется в виду в январе месяце, то есть мы целый год вот, в рамках нашего договора, мы вот, целый год работали. Сколько объектов вошло? Здесь у нас вошло более 1500 объектов. На данный момент вообще как обстоят дела с фиксацией, с сохранением объектов? Как объяснить? Вообще вот ситуация в системе охраны памятников истории и культуры у нас, конечно, очень какие вот положительные вот, да, сдвиги, они стали, прямо видны стали. То, что было 5 лет назад, сейчас вот несравнимо, то, что происходит у нас в республике вот сейчас. У нас, допустим, были такого количества, это были бесхозные памятники. То есть памятники вот, скульптурные, даже великим людям, у них не было хозяина. И вот за эти 5 лет вот, деятельность департамента, они нашли вот именно тех хозяев, которые теперь должны за ними ухаживать. Вот вы когда вот приезжаете, временами бывает, просто вот скульптура, допустим, какому-то лидеру, да? Как удалось собрать все эти материалы? Дело в том, что они, именно вот для чего существует департамент, это как раз это фиксация этих памятников, это выявление этих памятников, их регистрация, то есть их паспортизация этих объектов, потому что бесхозных памятников быть не может. То есть они должны кому-то принадлежать, быть закреплены? Да, обязательно. Они должны, потому что есть федеральный закон ПЗ-73, где он обязует государство охранять памятники. А, соответственно, государство делегирует на те или иные. Ну, допустим, если памятник стоит видному работнику культуры, то, соответственно, да, логически за ним должны ухаживать, убирать снег, чистить, ремонтировать. Это Министерство культуры, одно из учреждений Министерства культуры. Если, допустим, это памятник полковнику МВД, то есть это понятно, да, то есть это должны уже органы внутренних дел за ним следить. Вот такая ситуация. Ну, кроме того, то, что у нас же есть еще архитектурные объекты. Вот, допустим, вот, памятник, как мы называем памятник, это публичная библиотека, которая вот Пушкинка мы раньше называли, теперь Национальная библиотека. Вот одно из таких вот зданий, допустим. У нас есть казначейство, у нас есть огромное количество деревянных зданий. Да, вот, объект. У нас есть Черкесский музей, у нас есть музей Дружба, у нас есть Вытекёль, музей Хадай. То есть там вот как раз идет такой вот концентрация вот именно памятников деревянного зодчества, якутского деревянного зодчества. И у нас их предостаточно. То есть четверть вот нашего каталога, она посвящена именно вот этим объектам. И как удается их сохранить на данный момент, как вы оцениваете? Ну, везде по-разному, да. Это по УЛУСу каждому по-разному. То есть если мы понимаем, что лидер у нас в системе охраны памятников, это, конечно, Татинский УЛУС, потому что эти два, вот Черкесский знаменитый, да, музей, он там находится. Музей Хадай тоже там находится. То, допустим, очень сложно говорить, допустим, наверное, о Абыйском районе, да. Ну, там у них, в принципе, там совсем практически, кроме там памятников нету. Ну, там их нету, собственно, да, деревянных объектов. Но есть такие объекты, как,
допустим, Вилюйский район. Да, вот город Вилюйск — это старейший город, да, имеется в виду нашей республики. До революции он по важности занимал 2-е место. И вот там огромная концентрация вот, памятников, как бы, объектов культурного наследия, деревянного зодчества именно конца 19-го, начала 20 века. Вон там вот надо вот именно властям, руководству города Якутска, совместно с общественностью вот, поработать достаточно хорошо, потому что эти дома понемножку меняют свой облик, то есть исторический, потому что в каждом доме живет хозяин, и он в угоду своей, там, хочет свой уют привести, и он начинает портить внешний вид, что это на самом деле запрещено. И вот в Вилюйскому району, вот, а там-то прекрасно сохранившиеся дома есть. Там то есть, получается, основная сложность — это сохранение деревянного зодчества, которое находится в частных руках. Да. Ну, а как с этим бороться? Ну, наверное, запрещать, осматривать? Ну, как запрещать-то? Вот есть ПЗ-73, но многие дома как раз из них не имеют официальный статус объекта культурного наследия. А чтобы подать эти документы, нужно собрать, конечно, определенное количество материалов исторических, то есть доказать, что этот дом был построен в 19 году, 19 году, ну, пускай это будет даже 19 год 20 века, или, наоборот, это дом конца 19 века, построен, допустим, Купцом Кондаковым. Это надо собрать эти документы, подать, собственно, в Департамент охраны памятников истории и культуры, где они проведут экспертизу, и после чего, там, да, после определенных уже бюрократических моментов, он становится объектом культурного наследия, то есть он попадает под федеральный закон 73. Ну, в общем, достаточно скрупулезная такая скрупулезная, работа. это как и везде, в любой структуре. Скажите, пожалуйста, ну, а ознакомиться-то с данным изданием где возможно будет приобрести? С этим изданием, да. ну, на данный момент я так полагаю, да, что ситуация, там тираж очень ограниченный, да, то есть его можно будет, это точно посмотреть в библиотеке, национальной библиотеке, то есть это как раньше мы приходили, его можно заказать его и посмотреть его. И я так думаю, что, скорее всего, Департамент охраны памятников пойдет на такой вариант, то есть они должны будут заключить договор с библиотекой, и это будет уже в электронном виде, то есть он будет показан. То есть упростит доступ. Упростит, то есть доступ после того, как вы будете зарегистрированы на сайте библиотеки, вы можете, наверное, каталог смотреть уже сколько вам угодно, то есть онлайн. А вот так вот уже, ну, видимо, будет только вот, уже если получить его, только... Ну, можно сходить в библиотеку, в принципе, тоже потратить на это время. Да. Ну, а купить, наверное, мне кажется, уже будет очень сложно, потому что... Ну, огромное спасибо за проделанную работу, было очень интересно. Я думаю, что в дальнейшем будет развиваться это направление, чтобы мы обязательно сохраним нашу историю. Ну и с наступающим Новым годом! Спасибо. Дорогие друзья, далее у нас наша рубрика о стиле и моде, потому что в зимнее время это очень важно, а в преддверии Нового года особенно. Прямо сейчас узнаем, какие зимняя обувь может быть стильной и красивой и дополнить ваш образ. Доброе утро, друзья! Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами обсудим зимнюю обувь и тренды на нынешний сезон. Обувь всегда является визитной карточкой каждого человека. Это способ самовыражения. То, какую обувь вы выбираете, именно по ней можно сказать, какой образ жизни вы ведете. Поэтому сегодня покажем вам самые актуальные модели, которые будут сопровождать вас этой зимой. Must-have сезона. Каждая уважающаяся девушка уже приобрела себе в гардероб уги. Казалось бы, этот тренд давно прошел, но он уже успел вернуться. Поэтому те, кто сохранил свои уги десятилетней давности, доставайте. А те, кто хочет новые, выбирайте интересные с активными деталями и сочетайте с трикотажными костюмами или с нашими привычными ватными брюками. Обувь на объемной подошве всегда в тренде. Армейские ботинки в замше. Это идеальный вариант для повседневной носки. Такой цвет хорошо будет сочетаться с разными вариантами низов, как светлыми, так и темными. Сочетайте такие ботинки с высокими носками или с гетрами так, чтобы их было заметно. В зимнее время лучше всего выбирать более плотный фундаментальный каблук для того, чтобы проще перемещаться. Также высокие сапоги хорошо сочетаются с юбками, трикотажными платьями, которые очень актуальны в зимнее время, для того, чтобы сохранить тепло. Острый нос все еще остается трендом, поэтому выбирайте такие сапоги и сочетайте их по-разному. Это хорошая база для девушек, которые предпочитают женственные образы. Сапоги Ботфорта все так же актуальны. Выбирайте совершенно разные, но сейчас я рекомендую именно светлые для того, чтобы облегчить свой
зимний образ. Когда вы выбираете светлую обувь, образ сразу становится более романтичным и изящным. Такая обувь хорошо впишется в гардероб девушек, которые носят более светлые оттенки и тона. Удобная протекторная подошва позволит вам проще перемещаться при гололеде. Какая стильная обувь. Ну, прям захотелось дополнить свой новогодний образ. А вот новогодний фестиваль «Территория творчества» прошел в Ленске. Мастерицы в очередной раз удивили посетителей ярмарки огромным выбором изделий ручной работы. В этот день можно было не только приобрести своим близким оригинальный подарок на Новый год, но и поучаствовать в мастер-классах. Более 30 участников со всего Ленского района объединила в этот день новогодняя ярмарка. Для тех, кто не успел запастись подарками, для самых близких мастерицы и руководительницы нашего города предлагали елочные игрушки, украшения из эпоксидной смолы, мыло, свечи ручной работы, изделия из кожи, сувениры из гипса, плетеные корзины и многое другое. Вязаные дракончики порадовали маленьких гостей ярмарки. Их приобрел практически каждый. Нарядная посуда для сервировки, вязаная одежда и украшения из бисера пришли по вкусу хозяюшкам и модницам. В качестве подарков можно было приобрести расписные пряники, конфеты ручной работы. Новые работы у нас из гипса, очень много вязаных игрушек, мыло ручной работы, шоколад, свечи, пряники имбирные. То есть очень большой выбор, разнообразие. И на Новый год девушки, кто изготавливает ручную работу, могут себя здесь продемонстрировать и реализовать свои работы. Семья Сениных из поселка Дорожный впервые приняла участие в ярмарке, хотя занимается выжиганием уже 4 года. На выставку молодые люди привезли большой выбор своей продукции. У нас ЧПУ выжигание выжигается на фанере, нехромовой нитью. Мы специализируемся в основном на выжигании портретов по фотографии. Вот представили доски разделочные, календари, игрушки новогодние, магнитики. Никто не остался равнодушен к оригинальным игрушкам, сделанным мастерицей Мариной Кныш. Все они из ткани. Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга и другие персонажи из мультфильмов, все как 2 капли воды, похожи на своих героев. Собака – это из мультика. Виктор Франки, вот он такой смешной. Мне очень он нравится, этот мультик, и я сделала собаку, тоже из ткани. Представлен Дед Мороз ручной работы, у него внутри проволока, то есть руки, ноги у него подвижные, они шевелятся, зашитые, прошитое все. Все из ткани сделано. Это искусственный мех. Младшие посетители выставки смогли самостоятельно изготовить мыло, елочные игрушки из гипса и, конечно же, украсить ароматный имбирный пряник. Я рисую на имбирных печеньях. Вот бабушке подарок делаю. Вот сапожок. Сейчас буду размазывать, чтобы все было равномерно. Участвовали в мастер-классах и взрослые. Пришла сегодня специально на мастер-классы посетить разные. Сейчас мы раскрашиваем печенье. Я пришла с дочкой со своей. Мы всегда посещаем различные мастер-классы. Вот сейчас пойдем еще украшать игрушку елочную. Различные подарки можно здесь сделать. Вот Маргарита уже выбрала себе подарок, я ей купила. Территория творчества собрала большое количество посетителей разного возраста. Кто-то приобретал подарки для близких, кто-то решил порадовать себя, но никто не ушел с пустыми руками. Классная организация, очень много интересного. Молодцы, что организовывают такие встречи, мероприятия для людей, очень полезное, подарочки на Новый год. Вообще здорово придумано. В этот праздничный день мастерицы провели для посетителей новогоднюю лотерею, где были представлены различные авторские призы. Также была организована яркая фотозона, где можно было сделать запоминающиеся фотографии. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Под Новый год столько поводов объединить семью и вместе что-нибудь смастерить, а некоторые игрушки, которые представляли, это уже, по-моему, настоящее творчество. Я напоминаю, дорогие друзья, что у нас вот такая замечательная композиция ждет своего победителя. Мы ведь объявили конкурс на лучшее украшение дома, квартиры. Все это отправляйте свои фотографии, видеозапись на наш электронный адрес, вы увидите на экране. Пожалуйста, все обязательно посмотрим. Итоги подводим в пятницу, поэтому поторопитесь поставить зимнюю красавицу у себя дома и сфотографировать, и, конечно, отправить к нам. Вообще, творчество занимаются под Новый год абсолютно все. Так, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки показали работники Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Мегина Кангаласского ВУЗа. Как это было? Смотрим. Доброе утро, дорогие телезрители. Филиал Мегина Кангаласского ВУЗа Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи поздравляет вас с наступающим Новым годом.
Наш филиал работает с 2004 года. В следующем году нашему филиалу исполняется 20 лет. Мы оказываем психологическое консультирование населению, а также сопровождаем участников СВО и их семей. Проводим групповые психологические занятия, практикумы, семинары и различные мастер-классы. Сегодня хотим показать для вас мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Для сегодняшнего мастер-класса нам понадобятся елочные, сосновые, еловые и кедровые орешки. Орехи можно использовать как декор на елочке, так тоже очень красиво смотрится. Еще можно его покрасить и задекорировать всякими разными бусинами и стразами. Все, что вам в душе угодно. Расскажем и покажем, как сделать декор для новогоднего стола, который для нас будет служить еще и подсвечником. Нам понадобится картонный круг, примерно диаметром 15 сантиметров, еще природные материалы и ветка можжевельника. Вот таким образом мы приклеиваем наши еловые шишки к картону. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Подготовку и проведение 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» обсудили на парламентских слушаниях в Will2Men. В совещании под председательством председателя Постоянного комитета Госсобрания по делам молодежи, физкультуре и спорту Георгия Балакшина рассмотрели вопросы подготовки и проведения спортивных игр. Руководители министерств, ведомств и структурных подразделений проинформировали членов парламента, что на сегодняшний день основная работа ведется в соответствии с дорожной картой. Строительство и ремонт объектов продолжаются. Подготовка к играм «Дети Азии» идет в соответствии с планом. Сформирован план мероприятий, создан оргкомитет. И сегодня министерство и ведомства работают по своим направлениям. Основная задача – это подготовка спортивных объектов и объектов размещения. Запланированы и проводятся уже ремонтные работы в этих объектах. И уже к концу первого квартала они будут завершены. С января будущего года в Якутске по маршруту номер 1 начнут ездить 15 новых автобусов. Дополнительно ожидается приезд 25 автобусов для частных предприятий по перевозке пассажиров. Со следующего года планируется ежегодно обновлять около 100 городских автобусов. Новые хорошо себя зарекомендовали. Они низкопольные и теплые, что обеспечивает комфорт пассажирам. В них установлена автоматическая коробка передач. Повышенные условия труда водителям рассказал глава Якутска. Работу в сфере креативных индустрий в республике в этом году получили более 500 якутян. По поручению президента опыт республики станет основой для разработки единого стандарта поддержки сферы креативного предпринимательства для всех регионов страны. В свою очередь, по словам замглавы Мининноваций региона Георгия Андреева, развитие отрасли в Якутии становится примером успешной государственной стратегии поддержки инноваций. Управление социальной защиты оказывает помощь начинающим предпринимателям в размере 500 тысяч рублей. Заключается социальный контракт, средства выделяются по 4 направлениям. Развитие личного подсобного хозяйства, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. Так, на развитие подсобного хозяйства по 500 тысяч получили в этом году 2 семьи поселка Пелиду и Биченча. Одни закупили крупнорогатый скот, другие – кур-несушек. Социальные контракты в Ленском районе сегодня в огромном спросе. В этом году их заключено 112.
Самое главное требование вот именно по развитию личного подсобного хозяйства и индивидуальной предпринимательской деятельности заявитель должен в течение года стать самозанятым либо открыть ИП, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Главное условие заключения социального контракта — семья должна быть малоимущей, то есть доходы семьи не должны превышать прожиточного минимума населения. Доходы мы берем за последние 3 месяца на дату обращения. В состав семьи входят все зарегистрированные, кто проживает и ведет одно хозяйство, то есть по одному адресу. В школе номер 16 города Якутска торжественно открыли новый мурал. Портрет Сергея Черных, командира ОМОН Министерства внутренних дел Республики, запечатлен на сцене актового зала школы. Мурал нарисовала художник-скульптор Алена Семенова. Это 3-я работа художницы на патриотическую тему. За все время она создала памятные муралы, посвященные герою Советского Союза Екатерине Деминой, экипажу танка Алеша, героям России Алексею Неустроеву, Филиппу Евсееву и Александру Левакову. Напомним, школа номер 16 носит имя Сергея Черных, который активно проводил работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Работа шла сначала над эскизом мурала, и в итоге мы остановились на эскизе с изображением гор, так как это означает преодоление вершин. Очень хочется, чтобы мурал радовал ребят, школьников, чтобы они знали своих героев, в честь кого названа школа. К этому часу это все новости. Хорошего дня. В преддверии Нового года новости всегда у нас позитивные. С приближением праздника все больше чувствуется настроение веселья и позитива. Так в алмазной столице прошел караоке-баттл среди студентов учебных заведений. Студенты Мирнинского института и местного колледжа сразились за звание самых музыкальных. Профсоюз «Профалмаз» при поддержке народного актива впервые организовал в алмазной столице такое состязание. Конечно, немножечко студенты стесняются, но вроде более-менее сейчас они у нас распеваются, им весело и хорошо. Караоке-баттл – это не только про пение. Участники расшифровывали названия композиций в картинках, стояли на аппликаторе Кузнецова, притворялись боксерами и пассажирами заполненного автобуса. Так что жюри оценивало и харизму, и исполнение, и командную работу. Самыми активными оказались студенты МПТИ, которые назвали свою команду «Страх». Очень классно провели время. Устали, очень сильно голос уже перенапряженный, поэтому не могу все говорить. Эмоций уже много отдал. Но очень классно, очень понравилось. Было больше таких мероприятий. Районный конкурс прошел в Алмазном, Светлом и Арылахе. А Сельдюкару, Айхалу и Удачному еще предстоит выбрать лучших исполнителей. Пока баттлы проводят в тестовом режиме, однако организаторы намерены сделать такие игры регулярными. А прямо сейчас пришло время подарить наш подарок. Итак, билеты в цирк отправляются у нас с Гермогеновой Натальей. Правильный ответ – Долганы. Наталья, я вас поздравляю. Вот такой замечательный билет отправляется к вам. Пусть представление доставит вам массу удовольствия. Но сегодня у нас еще один подарок для наших телезрителей. Представители замечательной профессии – аниматоров. Потому что эта профессия очень актуальна. Ведь так мы все любим праздники, а в преддверии Нового года это просто настоящее счастье для всех наших детей. У нас сегодня в гостях Вероника Осипова и Александр Расторгуев. Доброе утро. Здравствуйте. Потрясающие, выглядите, шикарные костюмы. Спасибо большое, что пришли. Прям с утра в таком наряде. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию? Получается, уже я тут работаю 6 лет. Начинал с 2017 года. Сначала у нас было сообщество предпринимателей. Возглавлял в то время Тимур Юрьевич Ханды. И мы решили поздравить детишек с наступающим Новым годом. Все скинулись, закупились подарками. И я был в качестве Деда Мороза и начал ездить по ребятишкам и поздравлять их. И мне так понравилось, я влился в роль. Получается, их эмоции, чувствовал их радость, да. Мне это доставляло удовольствие. И в следующем году я уже на коммерцию нацелился. Получается, уже за деньги поздравлял. Поступали заказы, и с каждым годом опыт все рос и рос. И в прошлом году Вероника согласилась быть Снегурочкой. Мы в прошлом году были Дед Морозом и Снегурочкой, а в этом году
по ее инициативе стали вот Чисханом и Харчаной, поскольку хотели закупить костюм Деда Мороза. Он был очень дорогой. Вероника вот, получается, сказала, чтобы мы шили на заказ Харчану и этого Чисхана. И по цене, получается, чуть даже подороже вышло, но зато мы единственные в городе. Вообще везде смотрел, да, в Юле, Доске нету Чисхана и Харчаны. Получается, мы как монополисты. Эксклюзив. Да, и она с этим не прогадала. Вот сейчас заказы поступают, уже начинаем потихоньку работать. Ну, очень красивый костюм, Вероника. Как вы решились вообще стать Снегурочкой? Ну, не знаю, как-то спонтанно тоже вышло. Ну, раньше читали стихи на сцене, может быть, где-то выступали? Да, выступала в детстве. То есть, получается, вы реализовали свои детские мечты Наверное. И стали такой настоящей снежной красавицей. Ну, что самое сложное в профессии, на ваш взгляд? Конечно, одеваться, гримироваться, костюм носить, вот это вот самое сложное. Жарко. Жарко, да, терпеть все это в теплой квартире. А в остальном, да. Ну, это вот зимний образ. А в летний, весенний период, кем мы вас можем увидеть? Простыми предпринимателями. Вот только в новогодний период, вот получается, мы Харчана и Чисхан. Как люди реагируют на то, что вы приходите, поздравляете? Какие эмоции? Потому что, ну, увидел таких, даже у меня эмоции переполняют, а я не ребенок. Да, все восхищаются. Вот недавно, вот, буквально вот вчера или позавчера торговый центр посетили. Так просто поднять настроение горожанам. И все были очень в восторге. Друзья, мы вот сейчас прям видим на экране, как это было. То есть видеть Чисхана, который идет по торговому центру, это было, наверное, целое событие. Фотографируют, снимают? Да, все фотографировались, снимали, особенно были рады дети. Все работники к нам подходили, тоже фотографировались. До конца еще не доделали на их костюм. Ну, вот я вижу, что дети прям радуются. Еще и на улице фотографировались. Ничего себе. Половину я сама шила, кстати. То есть у вас золотые руки. Да, вот все как вам украшения. повезло с напарницей. Вот, шила сама Вероника. Но какие интересные случаи бывают в вашей профессии? Самое такое яркое? Самое яркое, это получается... Детей? Да, эмоции, в первую очередь, конечно, эмоции, но вот такой вот смешной случай был. На один адрес подъезжаем, и получается второй подъезд, а у нас заказ на первом подъезде. Мужчина встретил, мы загружаем все подарки в мешок, и он говорит, 3 ребенка. А я думаю, так он же говорил 2. И проходит время, подъезжает другой Дед Мороз и говорит, мы сюда, а я, получается, на первую квартиру. И получается, мы перепутали друг друга. Мы чуть других клиентов друг другу, ну, получается, чуть не пасанули. Ну, наверное, было неожиданностью для людей увидеть. То есть ожидали одного Деда Мороза, получили целых 2. Да, такое тоже бывает совпадение. А потом мы с этим Дедом Морозом, давай там, с наступающим Новым годом и так далее. Было очень весело. Сколько заказов за день, Вероника, успеваете обойти примерно? Ну, по-разному. Бывает 7, да? Бывает меньше, бывает больше. В среднем 7. В среднем 7. Ну, то есть достаточно много. И получается, вы приходите, поздравляете, поете песни, что вы делаете, рассказываете. Детки вам стихи рассказывают, наверное. Да, вот получается, фокус показываем. Вы еще фокусы показываете? Да, детям очень нравится. Конечно, естественно. Ну, зимние какие-то, видимо, да? Что-то такое, волшебство. Ну, да, волшебство. Потом хоровод обязательно. Дети песни поют, либо стих рассказывают, фотографируемся и различные игры. Ну, как ощущение вот стать волшебниками? Прекрасно. Что-то изменилось в жизни вот у вас после того, как вы решили заняться? Да, у самих новогоднее настроение поднимается, конечно. Ну, видно. Спасибо большое, что пришли. А 31-го вы работаете? Да. До 12 почти. Уже заказы есть, окошки остались. То есть 31-го можно, да? Да, можно.
Потрясающе. А как вы успеваете, ну, не знаю, просто дети есть, нет, родных, близких, тоже поздравляете? Они все знают. Они все знают, поэтому им интересно. Поэтому им не интересно. Ощущение сказки вот сейчас, можно сказать, у детей сохранилось, то есть они верят? Да, верят. Да. По их глазам очень видно, да, что они очень восхищены, что они этого долго ждали. И прям, ну, радость в них глазах появляется. Ну, а вот вы сказали, что вот в этом году вы только в этом образе. Неужели обычными Дед Мороз с Снегурочкой не будете? Обычно Дед Морозом и Снегурочками вряд ли будем. То есть в этом Вот году после только... таких костюмов уже на обычный костюм переходить неохота. Неинтересно. Да? Неинтересно, ага. Ну, мы очень рады, что пользуетесь популярностью именно национальный образ. А пожелайте, пожалуйста, нашим телезрителям, чтобы у них тоже появилось такое предпраздничное, хорошее настроение. Уважаемые телезрители, поздравляем вас с наступающим Новым годом, чтобы этот год у вас успешно закончился, чтобы следующий год был 2 раза плодотворнее, чтобы не болели, чтобы все были здоровы, ваши родители, ваши дети, внуки и так далее. И, конечно же, карьерного роста. Все, спасибо. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время заканчивается. Дорогие телезрители, успевайте загадать желание. Сегодня 2 Вероники в эфире. До новых встреч. С наступающим. До свидания.